Дипхан Илиевой 73 года. В прошлом году женщина дважды перенесла ковид, поэтому сейчас здоровье немного подводит. Она делится, что до 60 лет ни разу не обращалась с недугом к врачам и никогда не пила таблеток. Однако возраст и перенесенные болезни дают о себе знать. На диспансеризацию в своем селе Дипхан пришла одной из первых. Измерить давление, проверить пульс и сатурацию, уровень сахара в крови. Вот перечень процедур на сегодня. Милиция Пройти диспансеризацию изъявили желание многие. По итогам сегодняшней проверки у большинства констатировали повышенное давление, а у некоторых выявили сахарный диабет. Мария Милиева сегодня впервые в жизни будет проходить маммографию. Хотя такое обследование женщин после 50 лет желательно проходить раз в год. Мария Магомедовна, на данный момент, учитывая, что у вас пока нет жалоб, вы не предъявляете, мы с вами прошли первый этап диспансеризации. Второй этап включает лабораторную диагностику, анализы, УЗИ. Учитывая, что вам больше 45, нам нужно провести маммографию. Мобильный маммограф – это настоящий маммографический кабинет, который создан на базе автобуса ПАС. Он может доехать до любого сельского поселения, где есть дорога. Теперь необходимая медпомощь к жителям горных сел приезжает вот так, на дом. Мы выезжаем каждую неделю на диспансеризацию отдаленные населенные пункты. Сегодня мы в Гули. Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап мы здесь проводим полный осмотр, антропометрические данные, сбор анамнеза. По данным первого этапа диспансеризации пациентов переводим на второй этап. Второй этап включает проведение лабораторно-диагностических методов. В основном это у нас проводят общий анализ крови, биохимия, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, проведение УЗИ ОБП и почек и по мере необходимости консультация узких специалистов. Помимо маммографа на колесах, Джейрасская больница получила еще и мобильный флюорограф и ФАП. Для получения подобных услуг жителям горного района приходилось ездить в другие районы республики, а дорога туда и обратно занимала около 3 часов. В Джейрасском районе 6 сел, и в начале года мы планируем, то есть в какое село, в какие дни мы будем ездить. Вот сегодня у нас Гули, через 2 недели мы поедем в Арымхи. И вот так вот по плану должны объехать в течение года несколько раз каждое село. Такие акции помогают в выявлении хронических неинфекционных заболеваний и в поддержании здоровья населения. В сентябре мобильный модуль поедет дальше по горным селам. Зарема Ивлеева, Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.